Китай собрал в Пекине 14 группировок, в основном Хамас и ФАТ, чтобы разрешить разногласия. Журналист-расследователь Абдулла Аугус рассказал Крымскому информационному агентству о новой стратегии Китая. Геноцид, который Китай, государство красного террора, осуществляет с 2016 года, чтобы полностью стереть все следы ислама в Восточном Туркестане и китаизировать там мусульманский турецкий народ, явно является войной против ислама и мусульман в первую очередь. Поэтому в этом контексте очень важно оценить поддержку Палестины со стороны Китая. Насколько я понимаю, Китай хочет иметь какие-то козыри за столом против Америки, решая свои проблемы. Поэтому он оказывает поддержку по палестинскому вопросу. Законодатели по меньшей мере из 6 стран, в том числе 3 европейских, заявили, что китайские дипломаты оказывали на них давление, чтобы они не присутствовали на конференции на Тайване, которую называют попыткой изолировать Тайвань. Политики в Словакии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, а также в Боливии и Колумбии заявили, что они получали сообщения, телефонные звонки и просьбы о срочных встречах, которые совпали с их планами поездки в столицу Тайваня Тайбэй. Конференция, которая началась в понедельник, организована межпарламентским альянсом, коалицией сотен законодателей из 35 стран. Выступая с заявлением по этому поводу, глава информационного центра Восточного Туркестана Абдулджелил Каракаш сказал: «Стало известно, что Китай оказывает давление на европейских парламентариев, чтобы они не участвовали в конференции на Тайване. Я решительно осуждаю подобные репрессивные действия. Усилия Китая по изоляции Тайваня являются атакой на демократические ценности и международное право во всем мире. Эта ситуация является отражением притеснения Китаем уйгурских турок в Восточном Туркестане. Я призываю международное сообщество занять более сильную и решительную позицию в отношении репрессивной политики Китая». Высокопоставленные дипломаты из Японии, США, Австралии и Индии обсудили проблемы безопасности и сотрудничества для укрепления морской безопасности и кибербезопасности в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем. На встрече, организованной министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой в Токио, госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар обсудили эскалацию напряженности в Южно-Китайском море. Переговоры состоялись после встречи по безопасности в формате 2+2 между Японией и Соединенными Штатами в воскресенье, в ходе которой они назвали Китай самым большим стратегическим вызовом. Напряженность в отношениях между двумя странами возросла после того, как президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган заявил в воскресенье, что он вмешивается в нападение Израиля на сектор Газа от имени палестинцев. На фоне участившихся атак Израиля Эрдоган сказал: «Точно так же, как мы вошли в Карабах и Ливию, мы сделаем то же самое с ними». В ответ министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поделился фотографиями президента Эрдогана и свергнутого лидера Ирака Саддама Хусейна бок о бок и сказал: «Эрдоган должен помнить, что там произошло и чем это закончилось». Реакция Каца на высказывание Эрдогана с аналогией с Саддамом Хусейном вызвала реакцию многих политиков, особенно в Министерстве иностранных дел. Министерство туризма и спорта Казахстана поделилось данными о количестве иностранных туристов, въехавших в страну в 2023 году. Казахстан, который в прошлом году принял 9 миллионов 200 тысяч иностранных туристов, принял больше всего туристов из Индии, Германии, Южной Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов. Если в 2022 году Казахстан посетили почти 18 тысяч граждан Китая, то в прошлом году их число достигло 370 тысяч. В прошлом году Казахстан посетили 78 тысяч человек из Индии. При этом интерес к стране проявили и немецкие туристы. За указанный период в Казахстан прибыло 85 тысяч граждан Германии. За Индией и Германией следует Южная Корея, 36 600 туристов, и Объединенные Арабские Эмираты, 10 500 туристов. Элвис Амороза, президент Национального избирательного совета Венесуэлы, заявил, что 80% урн для голосования были вскрыты, и объявил, что Мадуро, кандидат от Великого патриотического полюса, победил на президентских выборах, в которых соревновались 10 кандидатов. Согласно предварительным результатам, Мадуро одержал третью победу на президентских выборах, набрав 51,20%.